Вадла июльдис колахтин джихеттай, Чирайондис Дагестан Республикадин Илим дини образование дин министр дин заместитель Арслан Алибекович Бачиев Мухманхана. Баха Мухман, муниципальный район дин Ил, Нариман Шамсудинович Абдулмуталибова, Адан заместитель образование дин управление начальник ти, Эмин Хурин Цииц этикзовая школа дин этигунрал Кабулна. Республика дин Зурба дереждин объект этикзовай халра ижиес, телевидение дин федеральный сад в Россия, каналарин журналиста Ратанвай. Школа новая, очень красивая. Эксплуатация работает полностью. Вот идут сейчас полная работа, полностью завершаем, если Аллах даст, через неделю-две. Полностью. Эти помещения Вот сейчас мебель завезли, школу, перепарка поступила, сборщики приехали, они собирают. Сюда запретить заниматься этой школой. Через 20 шагов он мебель уже посмотрели, куда подъехать. Через 20 шагов здесь. Мебель-то ладно. Мебель я был ночью. Еще один раз надо будет покрасить. Смотри, желтый опирается. Да. Завод земель. Этигунар физвай халарикай, адан тарих дикай, великувай меселайрай, муниципальный район дин Хили, в республике дин министр дин заместитель ди, атанвай каналарин журналист рис Баяна Аргана. Мы находимся на территории сельского поселения село Иминхюр. Это объект школа на 440 учащихся. С левой стороны старая школа, аварийная школа, с правой стороны новая школа, сдаточный объект, который планируем сдать к 1 сентября. Расскажите, пожалуйста, судьбу этой школы. Можно вкратце, когда она была построена, в каком она состоянии и почему начали строить новую? Эта школа была построена в конце 60-х годов после переселения 6 сел на низменность. Село Иминхюр, когда была создана. Эта школа была сборно-щитовой, она практически аварийная школа. Ветхая школа, есть решение суда, где было запрещено заниматься с детьми. И вот в 2010 году мы попали в республиканскую инвестиционную программу по строительству новой школы на 440 учебных мест. И вот с 2010 года ведется строительство. К сожалению, объект превратился в долгострой. Было планировано завершить строительство в 2013 году, но, к сожалению, до сегодняшнего дня, до 2018 года никак не удавалось сдать этот объект. Сейчас данный объект попал в проект 8 школ, проект главы республики. И к 1 сентябрю есть договоренность завершить строительные работы и сдать школу к новому учебному году. То есть после стольких лет перспективы хорошие? Перспективы хорошие. У детей будет возможность обучаться в новых условиях с хорошим спортзалом, актовым залом, пищеблоком. То есть созданы все современные условия для развития образования в данном селе. И последнее, в масштабах района, насколько это важна школа, сколько есть подобных школ, есть ли они такие, и вот насколько это важно? К сожалению, из 42 школ у нас 22 аварийные ветхие школы. Но последние годы вот эта школа уже будет сдана в этом году. В прошлом году мы сдали за счет благотворительных средств новую школу, построил наш инвестор Марат Шайдаев. Сейчас мы попали еще в другую программу, 100 школ, Васильева эта программа действует. И еще 2 школы уйдут с этого списка, черного списка. Можно чуть-чуть подробнее про вот эту программу 100 школ Васильева? Да, пожалуйста. Какие надежды, какие планы на нее?
эта программа была заявлена в этом году, в текущем году. Уже вошли мы в две школы нашего района. Школа Даркуш-Казмаляр и Шхикенская средняя школа, это самая древняя школа, вошли в эту программу. Республика выделяет на этой цели 2 миллиона рублей. Остальные средства мы должны задействовать и местный бюджет, там где-то около свыше 10%, и привлечь инвесторов. Есть договоренность с благотворительными организациями, меценатами по оказанию содействия. Мы где-то изыскали около 5 миллионов рублей на эти цели благотворительных средств. Но уже проект должен в ближайшее время быть реализован. И с этих 22 аварийных школ 2 школы уйдут. Да? Будет у нас проблема решена с 2 школами. Но более того, у нас в районе еще с привлечением частных инвесторов, благотворителей, в селе Хпюк уже идет работа по восстановлению и реконструкции другой школы, начальной школы. Если говорить именно об этой программе школы Васильева, то, я так понимаю, востребовано, да? Ну, вы знаете, 22 школы аварийные, но решается вопрос 2 школ. Уже 20 школ, у нас будет поменьше. К сожалению, ситуация такова, большее количество образовательных объектов, ветхие, аварийные. Последние годы уделялось этому, практически не уделялось внимания. Приходилось каждый год перед началом учебного года изыскивать средства, просить меценатов, просить благотворителей, чтобы они оказали содействие, чтобы более-менее привести божеский вид школы и к новому учебному году как-то, чтобы создать нашим детям условия. Когда вообще ее начинали строить и почему строительство затянулось? Ну, первый камень, фундамент был заложен в 2010 году. Школа строилась по республиканской инвестиционной программе. Должны были завершить в 2013 году. Но, к сожалению, в силу объективных, субъективных причин, в связи с отсутствием финансирования, объект превратился в долгострой. И вот, наконец-то, попал в проект 8 школ, проект главы республики. 8 школ, и на нынешний год, на 2018 год, это объект сдаточный, объект большой, 440 ученических мест, 250 миллионов проектно-сметная стоимость, финансирование есть, осваивают, есть договоренность с подрядной организацией, к 25 августа завершатся все строительные работы, строительно-монтажные работы. Осталось нам достроить спортивный зал, спортзал, установить мебель, идут работы по установке мебели, по сборке мебели, ну и благоустроить территорию. Инженерные коммуникации подведены, надо опробировали паровое отопление, свет. Ну, единственное, к этому вопросу надо будет вернуться, потому что учебный корпус был построен еще 3 года назад. Ну, я думаю, недоработки там есть. Подрядная организация обещает, что к 25 августа объект будет сдан. Коротко вначале о том, что вы увидели. Довольны, недовольны, ожидали, не ожидали? Настоящая инспекция показала, что данный объект в принципе уже на 90, более 90% готов к эксплуатации, ведению действий. Единственное, остались строительные работы, необходимо провести спортзал, который также завершится 1 сентября. Здесь мы видим, что уже и оборудование монтируется, полностью идет накопляемость классов, мебели соответствующие ученические. Так что заверение главы района, то, что 1 сентября это будет, воочию видим, что настоящий объект будет введен. Если даже не говорить именно об этой школе, в последние дни какой-то информационный фон в республике такой, что вот все долгострои будут завершать. Что это? Программа какая-то отдельная? Поясните этот момент. Что за информационный фон такой? Вот эта школа, в принципе, так, и еще дополнительно 7 объектов, которые реализовываются в рамках реализации федеральной целевой программы развития образования. Сейчас осуществляются в настоящее время благодаря главе Республики Дагестан Васильеву Владимиру Владимировичу, который поставил вопрос о той проблеме, которая существует в республике в части 3-сменной ликвидации, 3-сменного обучения.
и пошли таким путем, что те долгострои, которые еще есть в республике, исходя из возможностей федерального бюджета, в настоящее время 433 миллиона рублей. Федеральный бюджет нам предоставил где-то порядка 23 миллионов. Республиканский бюджет изыскал возможность. И вот аналогичные такие долгострои мы предполагаем также завершить в Кизляре, в городе Хасавюрте, в Кизилюртском районе, Тарумском районе. То есть вот эта программа, ее реализация каким поможет нам осуществить завершение вот этих долгостроев. Последний вопрос. Вы сказали, что проблема 3 смен Да. так живо стоит. То есть эта программа давно ждала своего часа, можно сказать. Да, эта программа дождала своего часа, и спасибо, конечно, руководству Российской Федерации и той инициативной деятельности главы республики, который поставил эту задачу, с пониманием отнеслись и предоставили средства, чтобы мы могли эти процессы реализовать. Еще уточнение, чуть не забыл. Из тех школ, которые будут достраивать, сколько находится в районах и в городах? Вот важный момент такой. Ну, мы... Потому что бытует мнение, объясню, бытует мнение, что зачем в районах школы строить, там и так отток, детей меньше. Вот опровергните или подтвердите это? В данном Нужно или не случае нужно? ведется полный мониторинг ситуации, я объясню, потому что мы должны знать, есть и рождаемость, есть и миграционные процессы. И исходя из того, есть и миграционные процессы, а и имеются оттоки тех населенных пунктов, то это мы можем сказать о том, что в данных районах той необходимости в школах может не быть. А с учетом того, где в каких населенных пунктах идет повышенная рождаемость, и наоборот еще и в миграцию поступает население, увеличится численность фактически, то есть и соответственно и численность детей, там, конечно, это в первую очередь стараемся решить. Мы рассматриваем те направления, где это стоит наиболее остро, исходя только из фактического состояния ситуации. Ну, в целом вопрос ставить так, что вот районам не нужны школы, Нет, неправильно. никак, это никак. Только исходя из численности, из того предполагаемого, смотрим динамику рождаемости и пытаемся на перспективу этот вопрос решать. То есть уже если видим, что сегодня даже 100% обеспеченность, мы понимаем, что через года 3, 4, 5 уже будет там проблематично, значит нужно рассматривать вопрос введения новых ученических мест. То есть исходя из этого. Ставит вопрос, что это городское население или сельское, так вопрос не ставится. Только исходя из того, что где мы будем наблюдать такую критическую ситуацию с Гөрünлай муниципальный район Динкил, Эмин Хурин Саглам Билин амбулаторияда ва Са Хурин Видин Коалис Фена Цин Mesela Ахтармишна. Отравление рабочих. Кому учимо, учимся. Сята хачилай шахпаз носим сейчас там попросили ремонт, ну надя что-то делать. Шахпа не армады вот там протекает. Инра Генера катнух по коридору там треснулась амханова. Печка. Они хачкара уже Генера под курс. Нигика хайкамзан. Алишет. Я нарочила женоча на гелкова. Бибаня ренёк ёмка серверлашн. Ва луч гел ред могус хабелик хайша. Хамишик жезон, визитар бузван. Ара ражан магила хырча хия чашня диет эмин жезо. Видите, меня сел пан едет ал куда не хал. Там здесь ходил да, не надо учить. Thank you.